Хлопзиаква хамсатил хопша эфираҿы иҟоуп аинформациа дара таамшеиқәшара. Иахьа Москва ашәҟәыҩҩцәа рыҩнаҿы абзиараз ҳәа иарҳәон Фазиль Искандер. Ари алахьеиқәҵаратә усмҩаԥгатәи алахәынҳәынҭқарра ахадара Ауель Ҳаџьымбас хадараҿы дыҟаз Аԥснытәи аделегациа. Алахьеиқәҵаратә митингаҿы иаԥхьан Урыстәыла ахада Владимир Путин, аԥыза-министр Дмитрий Медведев иҟарҵаз адышшылара. Асад жәаҩа инаркны жәибжьынӡа арҿиаҩ ду Фазиль Искандер дызҭаз аҭоубыҭ ықәыргылан Новодевичьевтәи аԥсыжырҭаҿы. Араҟагьы бзиараз ҳәа иарҳәон аклассик ирҿиамҭа бзиа избоз зегьы. Когда говорим, что с нами нет Фазиля Абдуловича, я не думаю, что с нами его нет. Есть душа, есть человек, который оставил нам глубочайшее наследие. И не сомневаюсь в том, что это наследие будет жить, пока есть человечество. Я знал Фазиля 47-го года. Он тогда учился в техникуме. Нас соединила любовь к поэзии. У нас был один из любимых учителей поэзии, Слуцкий, фронтовик. И мы ходили к нему вместе, где у него на подоконнике стопкой лежали те стихи, которые даже немыслимо было видеть напечатанными. Мы никогда не уходили от него с пустыми руками, научил нас совести, чести и слову. Мы часто ходили с ним. Мы оба были театралами. Слава Богу, моя мама работала тогда в филармонии, доставала нам контрмарки. Сейчас очень трудно представить себе, что писатель с таким, в общем, трагический писатель, несмотря на все чувство юмора, которое рассыпано по всем его произведениям, ходил когда-то влюбленно в оперетту. Я счастлив тому, что я был первым редактором его книжки, первым, самой поэтической книжки. Но он был поэтом и в своей прозе. Фазиль Искандер аҵыхәтәантәи имҩахьы инаскьагара иазкыз алахьеиқәҵаратә усмҩаԥгатә аҿынтә инеиҵыхәа анҵамҭа шәахәаԥшызшәылшоит уаҵәтәи ҳапрограммаҿы. Адунеитә литература азҟаза абаҩхатәра ду злаз ашәҟәыҩҩы ахьӡ-аԥша аорден актәи аҩаӡара знашьо Фазиль Искандер игәаларшәара ҳаԥсуа жәлар еснагь ирыцзаауеит. Иара Аԥсны дышнымхозгьы уи иҩымҭақәа, абиԥарақәа ирылаиааӡон. Фазиль Искандер иԥсадгьыл дазыгәдуун, иуаажәлар бзиа ибон. Август ҩба ҳтәылаҿы алахьеиқәҵаратә мшны ирылаҳәан илашьҭын аҳәынҭқарратә бираҟқәа. Амшын аԥшаҳәаҿы ашәҟәыҩҩы иҩымҭақәа рфырхацәа рскульптурақәа ахьгылоу аҭыԥахь ауааԥсыра ашәшьыҵәрақәа наргон. Ақалақь аҩбатәи ахәышәтәырҭа аҩналарҭаҿы еиҿкаан агәаларшәаратә кәакь. Иуҳәар алшоит Фазиль ибзоуроуп ҳәа ҳтәылеи уи зыхьӡ-аху аԥсуа жәлари адунеи раларҵәара. Иҩқәаз ашәҟәқәа зегьы бызшәа рацәала иҭаган иҟоуп. Сара уиаара
سزحوم يشكعنخ دارة تشدخ وحمب أو يوغو دحتشد زيد كيبطو يكون بزي دربون أكجد شكا حق يالو برا نشد خمر دوب برا بسندا قندام حي ستوري دون برا تلفزيون اللي يروحون بقاء أرصد بقاء ونشد خمر دوي دار كراتنا كوين يخرج بزي خاص فازيل اسكندر يخزع راس سيسوك دقم ويعرض دار دوغوان وي دخيج جردو بيانش فمشلي عرب حرسكس جردو يمتك شجم ساندرويز شجم كزلاتور حقيقة ويخشل تاعو بابا أبس ولا هي أورس ولا يبيتها وي أبيابسها يتاجن أبس ولا أبس ولا يتاجن أورس ولا خيجون يريخالي يوان دار ياجوك قوشن بيا يوزيتهم قاجوك يتاجن يحون يا خوشكوجي قيس حوجي جنجي بنقول عطني عن رجوز خاشترسكم ويبسيب شو بس كذويو هذا حدد يقولوا أكره شكر زجي يري زينس يكرهي ماجم نتزاد خاشتهم رأوا يوزيت حوزو أورس بس في الله خبلا دونيزي حزر درزي ليو Ахсапша актуявит заразанащил Фазиль Искандер и Гуалар Ферьязка за митинг Мепкан Очимчера. Сергей Багапщих Хицхо Аштаджих Абхазара Рачала Эйза Завапсыра Гублыла Другуала Дрфит Адунет литература а классик. Фазиль Искандер и Юм такой бзена ирдырует миллион юла Абхейча. Дара и тарга хит Абхазара Рачала Бузчукварах. Ашху Юм такой рнопшует и чидо астиль. Япцам такой эснаги актуалра рымоб цакылаги акыр и цаулоб. Абсна и из хучрашук скузыги джгярда кыты из хызгаз Фазиль Абдулы по Искандер Адунет Псахер Кырат литература язнижит хузмат заматанха. Адуне ахинза назаазо ажлар пазиге илюмтапа резнагара зылзыршаз ариев таарат маджазар алаб хаважлар сдервеш. Яраурис филат шивазге ари бек сарачак штабас галом таамзар алаб псуака мачка литература, ма культура, езунха, Фазиль Искандер и Турух Зимтулес. Вы срасалагом, амала яраурис филат шивазге, илюмта пазиге, абсна, абсва, традиция, культура, хамилапи языка зааша, хасаст кулаша, абризиге, и дзиргана, адуне, и рыларджана, адуне яхидзана, абсва, рахаракор яхинзапо, и дзирбази злшаз, ташапсуак, تبغى ياشت واسر هاي أورس شغل أورس بيزي بدون إزبازر يا أورس ليتراتورة كنا وبرياقرا بير علي قالي ترى بزجا أورس ورستو دودز ميلاد رشالة يخلو مليون يلا واخلو ربزجا بير فازيل إسكندر يلا قالز يقيتاس يدو حد مشي دارز يقول أري الليتراتورة كريتك شيء إزباتا خير بتوافق خير حرارنس كولتور روسي تشاخنا قرخنا وكان يرتشينا فنتكرر برزن دو اسبوع شو دبحس تا حد قلن ششقوي دو يزحن دار زي تبوبها بس حق ان شقازك دشرب كذا حق انه بس يقلخان فرنسي وبس يقلخان شويتسي وبس يرتشيني حد قلنا بريز او يدو تزيبوز راح حرق حرقي يحضروا زخوجر زيتا ونخ حبسات قلان جهرده يتجيب إن يتخنا جارد دروزر يابخزر دارد يسير جهرده دويدون أسيب شبوة يوان شيء Ярубас гала района Важлара Дыргуала Дыршин Фазиль Абдулипа Искандер. На района Хадехатыпу и Вахтанг Мана Шхую и Гуалар Ферьязка Зайла Траме Пигит. Района Хадараджи Ичкан Ярубаса Гуалар Ферат Тып Харага и Штарцит Авщиц Раква. Фазиль Искандер Иосиат и накуршена ныш дамардит акалак Москва. Набрядва и хейта позаминистр на панзакона загзо Шамиль Адзенба. Обснова обсыра адзурюе агуахюра рыма нахтпыладжа и из адунеджа эйцер друашхуе из кутып обсне и галарца аха и таача ирзнижи за Иосиат и накуршена Москва урстула эйцер друа ауа аныш яхямардо Новодевичев пе обсыжертаджа аныш дамардит Шамиль Адзенба. А журналист Фирзейт и хейта обсне Фазиль Искандер и гуаларфюра анаунак зетрозишапцахо ахюнткарат комиссия. ويبسي تناتا يوسيات عن يجويد
وبس شحالة ارتعشة وراح مقر قلم يبش مبحث يبحى نو أبسنا السيد أبسنا السطوب أخا سبستازر بجي حرق أبراس أخياز سوشقازي يخزوز أو سخزوز سأتولى شو أبرا ورستولى سالغان سفمغان برا Москва نشن ترتشو وبس يزبوب أنا وديويش هيق واحد سخو تراوا وعدوكوا خشتو أتب وبرا نشدا مرتو صباح زحل حقودو زربا بريزا أو يبسا حاجلر ميلاد شالزز بريزا يوزر عنزي يوزز حقودو زرب بطوق حتزرب يراد حبخيت أخا كان كشال يبسا توب يزبانزر يبسا تاخد ساندرو تشيجمبي تشيت بس يويبش بيرات زانو جايكو بخزر سالا غازو وبري حخم زابخ وبري حخم زحقوالشو وبري ناونا جزايقو وسكا يرى يحزان يجي Ажар политика сабсахинткара пейлакыя мобил пеймадара аквафоны мепфоргует Фазиль Абдулыпа Искандер игуалар ферьеску акция харах Фазиль. Уизха алазыр хурдстахузаги шахапхвит ваха асаат вежерзы аквам хаджир курбшахучы Фазиль Искандер ирджиамты курфырхатша скульптураква чики ники ахикуклу атыпкурчы шха алашыр хошкую нихтерхаг игуалар ферьеску аусмепкат. А фестиваль Хибла Герзма ялабхвит хуаджа ядует. Яхабсны урсту зачапсасту зрартистка Хибла Герзма, а информация Мадзура спутника пснакна массов информация Харпхуга Курза пресс-конференциями полгейт. Сарасгухат хатвит рабхи писук гылари пшисыдыскылует уатфия концерт Хит Хибла Герзма пресс-конференция Артуа. А оперт шахуя сгвалти децеда таан шахопши за фестиваль мепосрение хиуатыпи вакайцоча за кацарату суракой. Апсны урастыла ивлар артистка Лавя Курыла Илбаз дарил губхедлар алгуана гарала сипжзым чхактбау аусмеп готовят апсны мепомздец. Убриан ларил хуэта спектакль режиссер Александр Титель дышик гугва уивя зарахарака гурашыл нерго, а фестиваль маншала на ханат пешхуца зина курфян и бепосыпха. Хибла Герзма чидала инат шнил хуэдал гуала казара шула хуизбанак за рипстазара далтина классик Фазиль Искандер. А пресс-конференциала хузуй минут к пятем трала другала дырфейт. Сарасзыла хейк царупи юбилей то рыцху ала гараси пшавя пшхантанаюс. Фазиль Искандер абсважлар зигзугду зизхуч хузуаюн хазгуалтейт лара. Станиславский, Немирович Данченко и Рехецху, Москва, Академия, то музыка театра Сахар Карат Напхгую Александр Титель Дазаат Гылайт, а фестиваля Чазаха Царашуня Пыслову я Курылак перепетициями пгахойт лаха. Яран и гуата ходит Алла Шари и Абжири, пша инженер, чай техник, чай Руси, Цурафа, Акуцашаги. Александр Титель хазадала чавита фестиваля Химя Пысватып Апшзари, уяму отзакирто. А хайхют ярку театра Хлампиярту, зыпш заради щехоты паха спектакля ягара режиссер из мачка шарта расцупа финишиху. А реаюза тыпача режиссер сиху анчаза трекёк фазгуйти тират длафуа. Жуларбжарат я фестиваль Хибла Герзма яла пхедраб хадзакунечкан юнизики акышук сырза. Уйна хасисышук семья пысвейт апсна. Ария фестиваль хпылаз музыка тхтысхейт. Язгуата тупа спектакль Медея Ханейра за билетку мушква грюнецкой шитиз. Уйда шазныги щекныргойт апсна аказара харак патушаку классикат музыка шелыркава, бзей и шербо. Хибла Герзма дез запшдама зхамта геюзах это пресс-конференция чуларбазки фепчини вивёхшук сырзи тыха заведён замта уяқналара, апсна музыка тфепш дала чавюйта гурагарагя аларпшует уя политика пейча гылара куириайна, амчхак шартбауа, ауашейдна колоза. Ярубаски пресс-конференция ча спектакль Медея Ханейра за билеты на пачо яркын ярылаху за конкурса ча яй разгазили ван лагула. А конкурс апхара куйнера курфены яшана нас гирла снартак хацатун Хибла Герзма ялап хэта фестиваль язгыз аззараква ухба. Я надеюсь, что вам будет приятно и вы останетесь очень довольны. Спасибо, что вы знаете информацию о нас. خبشيكا حساب الخم بداري فيستيفال سمشات الزوم حب يرى نسرا أغوص شنخوجي جربتون دوم خمية بسوا زعلاقي سمشا سبشوب билет по асход ярari я рахизгас конкурсачки билет по ахони сама наха усшагуги уиза ахтас
بجسجر على زمها سبيانا قلت بزي زبوت أسيب شغل فيستيفال أصلهم حردوامو بدنيا يويبشم يتصدر وأشوفت مuzыкant تاوي تبسنا أبسنان تزيد يتسنى وشارع زمان باسيب شغل концерт كما أوبرا спектакль كروخ بشرة ورترزيفن حراسيفن وي حمت دوب خمبدا. فестиваль خبلا جرزما يالا بخويت مبسويت أفغوست خبا أساعد زيفرز دياسكوريا بشحوجة أقوى باش أيونتقا. إلانا لاشريا أمرامج بحاسة يدايبا أبسويت اللي خبشرا. Абряла амшикшара абсутычымта хыркшу панаюса эфира жигалойт амшикшара аурыстыжымта. Снова здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. В Москве простились с Фазилем Искандером. Народный писатель Абхазии и России скончался в российской столице в воскресенье, 31 июля, на 88-м году жизни. Церемония прощания прошла в Центральном доме литераторов, куда пришли почитатели таланта, друзья и близкие Фазиля Искандера. В церемонии прощания с великим Фазилем Искандером приняла участие делегация Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба. В составе делегации исполняющая обязанности министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, советник президента по науке, культуре и образованию, поэт и публицист Владимир Зантария, ректор Абхазского государственного университета Олег Угварамя и племянник писателя Риза Искандер. На гражданской панихиде были зачитаны соболезнования от президента России Владимира Путина и от премьер-министра Дмитрия Медведева. Прощание с Фазилем Искандером продолжилось на Новодевичьем кладбище, где прошла гражданская панихида. Писатель похоронен рядом с могилой композитора Андрея Эшпая. Когда говорим, что с нами нет Фазиля Абдуловича, я не думаю, что с нами его нет. Есть душа, есть человек, который оставил нам глубочайшее наследие. И не сомневаюсь в том, что это наследие будет жить, пока есть человечество. Я знал Фазиля 47-го года. Он тогда учился в техникуме. Нас соединила любовь к поэзии. У нас был один из любимых учителей поэзии, Слуцкий, фронтовик. И мы ходили к нему вместе, где у него на подоконнике стопкой лежали те стихи, которые даже немыслимо было видеть напечатанными
Он нам, мы никогда не уходили от него с пустыми руками, научил нас совести, чести и слову. Мы часто ходили с ним. Мы оба были театралами. Слава Богу, моя мама работала тогда в филармонии, доставала нам контрамарки. Сейчас очень трудно представить себе, что писатель с таким, в общем, трагический писатель, несмотря на все чувство юмора, которое рассыпано по всем его произведениям, отходил когда-то влюбленно в оперетту. Я счастлив тому, что я был первым редактором его книжки, первым, самой поэтической книжки. И он был поэтом и в своей прозе. Фазиль Искандер – это то, что мы все знаем с детства, с раннего детства. И так получилось, что мне в жизни пришлось жить по соседству с ним в Москве. Поэтому у меня много было, не очень много, но было какое-то общение интересное. И, конечно, сейчас, последние годы не так много было слышно о нем, о его творчестве, но, конечно, сейчас мы понимаем, я понимаю, какая-то утрата, потому что я думаю, что для многих моего поколения, людей старше и младше, Абхазия в каком-то смысле была, в том числе искандеровская. Он как-то ее так трансформировал и так показывал, что наши ощущения формировались под влиянием его творчества. Это такой огромный пласт культуры, мудрости, юмора, иронии. Он остается с нами, потому что Искандер бессмертен, но он покидает нас в этой жизни. Я вспоминаю себя в детстве, когда я рос вместе с книгами великого Фазиля Искандера, и вот сейчас поймал себя на мысли о том, что я никогда в детстве не задавался мыслью, о какой он национальности. То есть он был удивительно национальным писателем и поэтом, и в то же время он был нашим общим писателем и поэтом, и то, что он был представителем абхазского народа, совершенно не мешало его восприятию каждому из нас, вне зависимости от нашей национальности, вне зависимости от нашего места проживания, потому что он выражал мысли, чувства, он находил слова, которые в равной степени понятны для любого народа нашей многонациональной страны и которые в равной степени важны для каждого из тех, кто приобщался к его творчеству. И, конечно же, его уход – это огромная потеря для его народа, но это огромная потеря для всех нас, потому что вместе с ним уходит, знаете, какая-то вот ностальгическая эпоха, когда мы жили в одной стране, в одном государстве, когда мы не делили друг друга по национальным квартирам, и когда мы были уверены в том, что у нас общее будущее. Вот Фазиль Искандер, он совершенно точно опередил свое время, он писал о своем прошлом, о своем настоящем, он писал о нашем общем будущем. Это его величие, которое, конечно же, не уйдет вместе с его уходом из жизни. Мы скорбим, но он всегда будет в наших сердцах. Извините, это не банальность, потому что он наши сердца и наши души своим творчеством сформировал. Мы все это частица великого Фазиля Искандера, и он всегда будет с нами. Очень тяжело говорить. Фазиля знаю с 70-го года. Очень много в его судьбе было на моих глазах. И достижения, и проблемы. И я могу только с удовлетворением отметить, что и государство, и люди по достоинству оценили его колоссальный труд, который сегодня опубликован на очень многие языки, и мы имеем возможность, имеем удовольствие читать и перечитывать Фазиля. Да, несмотря ни на что, он счастливый писатель.
ему очень многое и, наверное, самое главное в жизни удалось. Это, пожалуй, наверное, для каждого человека является его целью, является его смыслом жизни. Последние 1,5 месяца, когда он приехал в Переделкино, вот он все время тянуло какую-то маленькую. Может, он Переделкино считал своей маленькой родиной, такой же, как Абхазия, потому что всегда здесь был покой, уют, творчество. Вот. И последние 1,5 месяца мы с ним общались, встречались почти каждый день. Вот. Он просыпался поздно, часов 12. Но с 2 часов дня до 2 часов ночи каждый день сидел за столом и работал. Вот. Он писал мало, мы с ним обменялись книгами, он в основном читал. Вот. Он прочитал все газеты. Вот так все интересовало. Вот. И когда я поздно ночью выходил, значит, и возвращался, у него всегда горел свет настольной лампы, мне как укор моей совести, что человек работает, а я где-то так вот прохлаждаюсь. Когда... Удивительно. Вот. Он умер, конечно, как большой художник, но это, конечно, большая потеря для меня просто понятно, что вот, Абхазия маленькая страна по российским масштабам, но он сделал ее громадным достоянием, его талант громадным сделал достоянием всего человечества, читающего. Вот. Ну а для меня еще это потеря просто как вот такого друга и такого стимула для работы, потому что то, что вот всегда горел огонек, потому что я передавался в мою душу, всегда был как призыв к творчеству. Расширенный репортаж церемонии прощания с Фазилем Искандером смотрите в нашем эфире завтра. 2 августа. Согласно указу президента Рауля Хаджимба, в Абхазии был объявлен траурным днем. По всему городу были приспущены государственные флаги. В городах и районах прошли памятные мероприятия. А в столице к искандеровским Чику и Нике шли люди, возлагали цветы. Во 2-й городской больнице Сухума организован памятный уголок с фотографией писателя и цветами. Жители города со скорбью отмечали, что уход из жизни великого мастера слова – большая утрата для всего абхазского народа. Для абхазского народа это большая утрата сегодня. Ну, такие люди рождаются, как говорят, век один раз. Все произведения я глубоко не изучал, но что читал, большие впечатления остаются от него. Он был хороший писатель. Я читала его тоже, помню, мне очень нравится, как его стиль такой хороший. Потом перевод был тоже хороший на абхазском я не читала. Хорошо он писал, отлично такой, веселый человек, только видно такой, знаете, вот взгляд у него какой. Вот вчера показывали по телевизору, такой прям, вот умный взгляд. Великий человек, это весь мир, который знал, писатель. Да, Абхазия это был очень великий, очень много сделал для Абхазии. Я очень много раз присутствовал, вот, где он появлялся. Даже в моем отцовском доме он с моим братом очень близко были. Приводил в деревню, в Дзихву. Траурный митинг памяти Фазиля Искандера прошел в Очамчире. На площади имени Сергея Багапш собрались руководители района, старейшины, представители общественности, школьники. Фазиль Искандер поистине народный писатель. Его очень любили на родине, ценили его творчество. Для всех нас это большая потеря, отмечали выступающие. Указом президента Республики Абхазия 2 августа объявлен траурным днем. Всемирно известный Фазиль Искандер – классик российской литературы второй половины XX века. Его произведения были переведены практически на все европейские языки. Лауреат многочисленных государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства. Был награжден орденами России за заслуги перед Отечеством 2-й, 3-й и 4-й степени. Руководство, актив и вся общественность Очамчирского района выражает самые искренние, глубочайшие соболезнования его родным и близким. В Гале почтили память Фазиля Искандера. Траурная церемония прошла в здании администрации района, перед началом которой заместитель главы администрации района Вахтанг Ман провел совещание, посвященное памяти Фазиля Искандера. Работники администрации и все почитатели творчества великого писателя современности возложили живые цветы к портрету великого писателя.
К другим новостям. В преддверии открытия 15-го международного фестиваля Хибла Герзмава приглашает. На площадке мультимедийного пресс-центра «Спутник Абхазия» прошла пресс-конференция народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава и художественного руководителя и главного режиссера оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Александра Тителя. В начале пресс-конференции минутой молчания почтили память о Фазиле Искандере. Начинается наш юбилейный фестиваль. Ушел великий абхаз, главный абхаз Фазиль Абдулович. Вечная память, и мы его очень любим. И мы посвящали один из фестивалей творчеству Фазиля Искандера. И для меня это отдельная гордость. И спасибо ему за то, что он абхаз, за то, что у нас есть возможность сказать, что он абхаз, и это будет и дальше великой гордостью, что мы были рядом и что мы жили в одно время с таким человеком. Режиссер оперного спектакля «Медея», художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Александр Титель рассказал, что вечером накануне открытия фестиваля предстоит сложная репетиция. Специалисты по звуку должны настроить микрофоны для оркестра, солистов, для хора, так как акустическая разница при игре спектакля в помещении и на открытом воздухе большая. Вчера был такой присмотр, как идет монтировка декораций, как соотносится наша декорация с окружающей природой. Это всегда опасный момент, перенос спектакля из закрытого театрального помещения на открытый воздух. Вокруг мощные природные пейзажи Абхазии, море, деревья, горы. И наша сцена оказывается, в общем, маленьким таким частным моментом в том, что создал другой режиссер, который будет значительно покруче, Господь Бог, понимаете? Вот. Но мы постараемся на этом маленьком пространстве, тем не менее, сделать все, чтобы максимально передать наш спектакль и чтобы Хибла была в нем абсолютной царицей, как Медея. Исполнительница главной партии в одноименной опере «Медея», народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава отметила, что с трепетом ожидает выступления на открытой площадке Сухумской крепости. Я вчера смотрела и видела эту открытую площадку и трепещала как девчонка, потому что я такого никогда не видела в Абхазии. И я надеюсь, что я в медейской царице прозвучу. И за это нужно сказать отдельное спасибо Александру Борисовичу Тителю, моему московскому театральному папе, который когда-то увидел во мне Медею и никогда не думала, что я могу бегать вот там в Пицунде между 7 и 8 корпусом, где стоит у нас потрясающий памятник Медеи, и мы его ужасно боялись. Я никогда не думала, что я буду петь эту трагедию. Сегодня пройти очень трудную, важную репетицию. Самое главное, что шеф наш рядом, и оркестр, и хор, и нас очень много, и я надеюсь, что спектакль у нас получится. За все 15 лет существования фестиваля впервые в Абхазию приводят цельный оперный спектакль. Я понимаю, что это огромное усилие для республики. Здесь целый хор академического театра. Это не менее 60, а может быть и 70 человек. Я точно сейчас не знаю количество наших артистов хора, которые приехали сюда. Это полный состав оркестра во главе с главным дирижером Феликсом Коробовым, который мы приготовили этот спектакль. Это артисты Миманса, это солисты, это вся техническая бригада. То есть монтировщики декораций, операторы, осветители. На самом деле создать музыкальный спектакль – это иногда кажется, мы смотрим оперу и опера. А на самом деле это ужасно трудоемкое и дорогое искусство. Александр Титель отметил, что в опере «Керубини» партия Медеи очень трудная для исполнения. И чтобы справиться с ролью, необходимо быть большим мастером, которой является народная артистка Абхазии России Хибла Герзмава.
это очень плотная сопрановая партия. И мне было ее жалко, потому что ей нужно было опускать голос. Это трудно, это небезопасно, для этого нужно уже быть мастерицей. Я дождался, когда она стала мастерицей. Я говорил, конечно, мастер. И я недолго убеждал ее, что пусть это не популярное, но это пела Мария Каллас. Понимаете? И сделала эту оперу известной во всем мире. Она была фактически забытой. Но, может быть, когда я думал, что она должна быть Медеей, а Хибла, когда примеряла к себе эту роль, эту музыку и выслушивала меня, возможно, где-то в мозжечке у меня и у нее было то, что когда-нибудь мы это привезем сюда. Потому что, я же понимал, она родом из этих мест, из тех же мест, откуда родом и Медея. Спектакль «Медея» будет показан абхазскому зрителю в оригинальном составе. Ни в труппе, ни в хоре, ни в составе солистов никаких изменений нет, подчеркнул Титель. В Абхазии зрители смогут насладиться зрелищным действием на сцене именно таким, каким его увидела жюри, присудившая Хибле Гирзмава престижную театральную премию «Золотая маска» за исполнение главной роли. На пресс-конференции из уст Хиблы Гирзмава не раз звучали слова благодарности в адрес мецената Николая Ачба за поддержку фестиваля. Я очень благодарна моим друзьям-меценатам, которые столько лет, на протяжении многих лет стояли рядом и делали наш праздник и наш фестиваль, который родился в Абхазии, живет и будет дальше жить. Хотела бы поблагодарить Николая Ачба, главного мецената фестиваля, потому как все-таки без меценатства такие масштабные проекты невозможны. Поэтому я отдельно хочу ему сказать огромное спасибо. Спасибо Министерству культуры и президенту. Спасибо огромное за поддержку. «Спутник Абхазия» подготовил сюрприз для Хиблы Гирзмава. Архивное видео 95-го года, на котором тогда еще начинающая оперная певица делится своей мечтой о проведении музыкального фестиваля в Абхазии. В рамках пресс-конференции было объявлено имя победителя викторины, проведенной «Спутник Абхазия» среди подписчиков в социальных сетях по теме фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». Ливану Лагула вручили 2 билета на концерт опера «Джаз-блюз», который пройдет во второй день фестиваля. Амра Басаидайба, Абхазское телевидение. На этом выпуск новостей завершен. Программа Абхазского телевидения, посвященная Фазиле Искандеру, продолжается.